Смирно! Прямо строевым шагом! Марш! Один из главных элементов военной выправки – строевой марш. Ребята выучили всего за пару дней. То, что в форме военнослужащих маршируют не солдаты, сразу и не поймешь, выдают только юные лица. Республиканская военно-спортивная игра «Зорница Победа» собрала на территории военкомата старшеклассников со всего региона. Всего 16 команд. Самые ловкие должны разобрать и собрать автомат на скорость. Готов к сборке-разборке? Готов. Так, сборка-разборка автомата. Приступить! – 64 секунды. Результат Хамзата Цинциева. Мог и быстрее, признается юноша, помешало волнение. В Черноморском побережье было такое место, называется детский центр «Аленок». Там у нас была военно-морская академия, там меня обучали собирать и разбирать автомат Калашникова. Рядом идут состязания на силу и выносливость. Меньше 60 раз никто не отжался. В этом кругу собрались одни из самых сильных. Парни должны поднять гирю весом в 16 килограмм ровно столько раз, сколько смогут. А ограничений по времени никаких нет. А так как парням не занимать воли к победе, продолжаться это может довольно долго. Борьба за лидерство не мешает участникам поддерживать друг друга. Нешуточная борьба развернулась на последнем туре. На перетягивании каната ребята сконцентрировали все свои силы. Игра «Зорница Победа» поможет подготовить ребят к службе в рядах вооруженных сил России, считают организаторы. Не меньшее значение имеет и пропаганда здорового образа жизни. Это мероприятие ежегодно мы проводим совместно с Министерством членского распредела молодежи и Министерством образования. Естественно, конечно, чувствуется с каждым годом, что подготовленность ребят к этим видам спорта все больше и больше чувствуется настрой, чувствуется желание. Сегодня же объявили победителей «Зорницы». Третье место заняла команда из Урус-Мартана. Серебро досталось участникам из Ачхой-Мартана, а почетное первое место заняла команда «Патриот» из Гудермесского района. Всем им вручили медали, грамоты и ценные подарки. Луиза Хатуева, Булат Баканаев, Абубакар Абазов. Новости.